А то, что наши права каждый раз ежедневно нарушаются, мы почему-то должны молчать, молча все это глотать и работать на любимое государство. А когда на нас будут работать, когда нам обеспечат все наши вот эти вот, можно сказать, жилищные обустройства, то, что у нас панельные дома в разрухе, то, что культурные здания, которым больше 100 лет, их сносят, а они должны, наоборот, облагораживаться, проводить архитектурное обновление. Я не знаю, какое слово подобрать, чтобы примерно объяснить. Я в этом не разбираюсь. Но я прекрасно понимаю то, что наше жилищное благо, мы живем в одном из самых бедных регионов. А все почему? У нас, казалось бы, самая богатая страна в мире. У нас столько леса, который ежедневно вывозится в Китай. И мы почему-то ни копейки от этого не получаем. Мы живем в разрухе, мы живем в бедности. А почему мы должны жить? Почему мы должны впахивать и работать, не покладая сил, чтобы обеспечить своих детей, своих родственников? Почему у нас образование хромает? Почему с каждым разом храмов становится больше, а школ все становится меньше? Очень интересно, почему образование сейчас достаточно труднодоступное? Я, например, хочу стать и получить образование, стать достаточно обеспеченным, хорошим человеком, чтобы в дальнейшем у меня появилась возможность завести детей и не бояться того, что как бы мне прокормить своего ребенка, как бы мне достать лишнюю копейку. Я же не пойду воровать. Я не хочу, чтобы мои дети жили в такой бедности. Вот и поэтому мы сегодня все выходим, потому что мы боремся за свое благополучие. Мы боремся за то, чтобы у нас все было хорошо в дальнейшем.